Отчет об исполнении закона о расширении сферы применения гагаузского языка за 2022 год представила на заседании Постоянной комиссии Народного собрания Гагаузии по науке, образованию, культуру, языку и культам директор научно-исследовательского центра имени Марии Маруневич Ирина Константинова. Это очень хорошая программа, согласно которой в прошлом году нашему центру было выделено более 4 миллионов леев. Благодарим Народное собрание и депутатов за это. Член комиссии Михаил Железоглу отметил, что не согласен с некоторыми моментами отчета, представленного исполнительным комитетом в марте. Только один вопрос, с которым я не согласен и намерен озвучить его и на заседании Народного собрания Гагаузии. Это те финансы, которые не были выделены нашим студентам, которые обучаются в Камрадском государственном университете. Они должны были получить выплаты, но не получили. Эти студенты обратились ко мне, а также в нашу комиссию. Я обращался к Олесе Федоровне о выделении средств на театры и на стипендии студентам. Para koyulsun ilkin tiyatrolara. Programda da şimdi koyulsun para verilmedi bizim öğrencilere. Закон о расширении сферы применения гагаузского языка был принят депутатским корпусом в 2018 году. Согласно 13 статье данного нормативного акта, студенты, обучающиеся в Камрадском государственном университете по специальности гагаузский язык и литература, получают дополнительную стипендию из фонда, равную сумме государственной стипендии в течение всего периода обучения. Однако с 2022 года данное положение не исполнялось в связи с несоответствием указанной в законе специальности. С разъяснением выступила директор научно-исследовательского центра. Эти финансы выплачивались незаконно, был произведен контроль и выявили нарушения. Нарушением стало то, что в статье 13 нынешнего закона стипендия предназначена для студентов по специальности гагаузский язык и литература. А в настоящий момент студенты обучаются по специальности методика преподавания гагаузского языка и литературы в доуниверситетских учебных заведениях. Новая формулировка специальности не соответствует требованию данного нормативного акта. Необходимо внести изменения в закон, чтобы он функционировал в полную меру. Исполком разработал поправки в закон и направил в адрес Народного собрания Гагаузии. Для полноценного функционирования закона эти поправки необходимо рассмотреть и принять. Эти поправки необходимо принять так, чтобы никто не пострадал. Поэтому я обращаюсь к вам с тем, чтобы вы приняли эти поправки. Если не хотите принимать все предложенные, можете принять только ту, которая связана с выплатой стипендий. Только после принятия поправок студенты Камрадского государственного университета, обучающиеся на специальностях, связанных с гагаузским языком, смогут получать финансовые выплаты, предусмотренные данным нормативным актом. Алена Терзи, Александр Глеков, Мария Казак, УГРТ Новости.